образования этого здания У нас ведь получится потом это видео скачать до 70-х годов. к нам на сайт, ВКонтакте? Да, получится. Получится? Это просто так же на YouTube видео сохраняется. Да. Оно как просто видео на YouTube будет, просто через Просто прямую там трансляцию. Первая картинка такая немножко меня смущает. Ну, я могу поменять потом. Можно, да? Да, можно поменять будет. Сделай просто Во, вот это начинается. здание и все. Начинается. Да? Ну, сейчас. Сейчас загрузит. Тань, подержи, пожалуйста. Телефон. Тань, подержи, пожалуйста. О, в эфире. Ой, господи. Все У началось. вас да? эфир начался, А, ну да? всё. Так, сейчас я тоже выключу. Уберу инструменты. Так, еще раз проверить точно. Выключим. Да. Потеплимся. Нас уже снимают. Там уже люди ждут Там хлеба уже и зрелищ. такая толпа народу сидит и смотрит. Наблюдает. Ну что, давайте приступим. Давайте вставайте на фоне здания и начнем. Ладно, сейчас. Мы все снимаем Максима, видимо. В принципе, А ты, Таня, что, Таня, лучше мы тоже? начнем. Нет, Я я- представлюсь Да. для начала. Меня зовут Максим Блинов, руководитель и организатор культурно-исторического клуба «Антей». Я являюсь экскурсоводом. Мы ходим каждую неделю по городу Ижевску и рассказываем о разных улицах и достопримечательностях города. Сегодня у нас онлайн-трансляция, это вторая у нас онлайн-трансляция, и мы расскажем про квартал улицы Церковной, бывшей улицы Церковной. Кстати, прямо сейчас зазвонили колокола главного храма города Ижевска, кафедрального собора Михаила Архангела, и перекресток с бывшей улицей Троицкой. Дело в том, что вот эта вот улица Церковная, да, я сказал, она тоже называлась когда-то Троицкой и вела к старой Троицкой церкви, то есть той маленькой церквушке деревянной, которая когда-то стояла на месте Михайловского храма. Это была кладбищенская церковь, то есть это место Нагорного кладбища. И здесь вот такая гора спускается, один из самых красивых видов вообще в Ижевске является. То есть если встать с той арки, к которой мы тоже подойдем, то обратим внимание на тот вид, который открывается на собор. Ну, понятно, что собор он был в начале 20 века построен, затем в 1937 году разрушен и восстановлен в 2007 году. Вид как бы был возобновлен на тот ансамбль, который сложился более 100 лет назад. Тем не менее, сегодня мы расскажем вот про этот участок и пойдем дальше. Здесь вообще квартал занимал до революции казенный завод, завод наш оружейный, и почти все здания, которые стояли здесь по ходу, это были казенные квартиры. То есть это такой квартал казенных домов. И вообще вся бывшая 5-я улица, которая была по номеру 5, вот эта вот улица Церковная, она была 5-й улицей, в отличие от переулков, да, если мы говорим, она была такая с домами-гостиницами, которые сдавались в аренду. Конечно же, улица была немного уже, но в целом вот эта планировочная застройка, она здесь сохранилась. Несколько зданий сохранилось. Более того, на этой улице находятся самые старые дома в Ижевске, сохранившиеся дома. И сейчас мы стоим около старейшего особняка. Давайте подойдем чуть-чуть. Тем не менее, мы полностью его не увидим, потому что здание находится в аварийном состоянии и ограждено забором. Это здание для многих в Ижевске известно как дом Летушевича. Старшее поколение его знает как краеведческий музей. Дело в том, что действительно долгое время в этом здании находились фонды краеведческого музея и располагался отдел природы. Многие еще помнят чучело медведя, которое стояло на входе. Но понятно, что музею теперь это здание не принадлежит. Оно находится на балансе Министерства культуры, но тем не менее это самый старый особняк города Ижевска. Почему именно здесь? Дело в том, что в этом доме, и почему, кстати, дом Летушевича? Дело в том, что первым хозяином этого дома еще в начале 19 века был священник, протоиерей Захарий Летушевич, соратник и друг нашего первого инженера, выдающегося инженера Андрея Федоровича Дерябина. Также нашего архитектора Семена Емельяновича Дудина. Собственно, по проекту Дудина и выстроен этот особняк.
Но тот предел, который мы видим вот слева, вот этот вот пристрой, он был сделан уже немного позднее, уже в 20 веке. То есть в то время, когда здесь находился банк. Много учреждений находилось в этом здании. Это был казенный дом. Здесь была и аптека заводская, и заводские покои, то есть больничные палаты были. Кроме того, здесь в советское время здесь был дом пионеров. Здесь находился банк некоторое время, непродолжительное. Затем, уже после войны, это здание принадлежало музею, краеведческому музею. Здание уникальное, имеет богатую историю. Ну и сам вот этот отличительный его фрагмент, вот этот балкончик с мезонином, это уникальный элемент вообще стиля классицизм. Это высокий классицизм. Наш Дудин показал его, отразил вот здесь. Дело в том, что почему здесь дом построили, неподалеку отсюда, как мы знаем, находится Александр Невский собор, в котором и служил Захарий Льбушевич. Давайте спустимся немножко сюда и пройдем. Представим, что в 19 веке каменных зданий в Ижевске практически не было. И как мы знаем, в 1810 году произошел великий пожар, когда сгорел почти весь Ижевский завод. Пришлось отстраивать город заново. Так вот, в ходе пожара одно из зданий, сохранившихся немного, и стал вот этот каменный особняк. Аккуратно идем. Кроме того, рядом, прямо вот по диагонали от него, находится еще одно уникальное здание. Давайте посмотрим на него со всех сторон. Мы обратим внимание, что здесь когда-то был балкон. То есть, когда здесь была еще такая проезжая улица, проезжая часть улицы, арки это не было, шел обычный перекресток. Здесь в конце 80-е годы 19 века разместилось Ижевское отделение Общества Красного Креста. То есть это здание принадлежало Красному Кресту, которое занималось помощью раненым. В годы Первой мировой войны здесь проходили лечение солдаты. В годы последующие здесь больничные палаты размещались. Ну, это здание принадлежит Министерству здравоохранения, как и прежде. И здесь находится бухгалтерия Минздрава. Давайте пройдем немножко вокруг этого здания. Архива тоже здесь чувствуется. Вот это был фасад здания. Дело в том, что некогда улица Троицкая, которая была главной улицей Ижевска, или переулок Троицкий, да, нынешняя Советская, открывалась здесь. Здесь был вид, и здание было видно вот отсюда. Вот, обратите внимание, даже есть элементы. Лепнина есть на здании. Такой небольшой портик. В общем, здание очень интересное. Были находки вокруг этого здания, то есть там находили фрагменты оружия при реконструкции еще в советское время. И сейчас мы пройдем вот через этот дом, через арку. Сам дом был выстроен в 50-е годы. Но к нему примыкает жилой дом тоже, дом сталь завода, который был выстроен ранее, в 30-е годы. Здесь прекрасно. Давайте еще раз посмотрим вот этот ансамбль. Вот он, Михайловский храм. Открывается прямо отсюда шикарный вид. Когда прогуливающаяся публика идет по улице Советской, видят здесь вот этот вид. Ну и дома, заводские гостиницы, они сохранились. Вот они там стоят. Вот они справа по улице. Отсвечивает. Ага. Ну хорошо, если свет идет, значит это очень хорошо. Значит, храм светится, храм живет. Так, ну вот мы вышли уже на улицу Советскую, да, это историческое место, то есть здесь располагалось множество зданий. Давайте немножко сюда сходим. Раз уж мы начали говорить про храм, то вспомним о том, что неподалеку отсюда, на этом перекрестке, находился когда-то храм, пророко-Илинский храм, в основании которого послужил второй особняк дома Летушевича. Вот примерно здесь, где сейчас растут ели, вот эти голубые ели, около Национальной библиотеки, прямо здесь находилась Пророко-Илинская церковь, Пророко-Илинский храм.
Он был разрушен в 1936 году в советское время, как и многие храмы. Дело в том, что до революции вообще на улице Троицкой, которая ныне называется Советская, находилось целых 5 храмов. Это была улица храмов. Это была улица деловая, аристократическая. Здесь были гражданский клуб, который, кстати, стоял совсем неподалеку, вот, чуть дальше памятника Ленину. Находился банк, находились другие учреждения. Вот на том самом месте, где сейчас Центральный банк Удмуртской Республики у нас находится. Там же еще в советское время был выстроен в 29 году тоже здание банка. Оно легло в основу того самого банка. Вот здесь стояли еще деревянные дома некогда. Ходила публика. Понятно, что улица была не обустроена. Но тем не менее в первые годы советской власти, буквально в 20 году, здесь уже проложили булыжную мостовую. Вот прямо здесь. И под асфальтом она сохранилась. Старшее поколение до сих пор это помнит. Здесь мы почему возвращаемся назад? Давайте встанем сюда немножко. Посмотрим на вид, который открывается на завод. То есть это проспект, кстати говоря, одно из названий улицы Троицкой до революции было проспект Александра Невского. По аналогии с Невским проспектом в Петербурге. И открывается шикарный вид вот на наше Ижевское адмиралтейство. Это главный корпус Ижевского оружейного завода. Сейчас вот из-за транспорта мы его не увидим, но тем не менее вид отсюда открывается потрясающий. Кстати говоря, даже в советское время, еще в 60-е годы, был проект по превращению улицы Советской в пешеходную улицу по типу Арбата в Москве. Вот. К сожалению, этот план не был реализован, но тем не менее улица все равно осталась прогулочной, любимой прогулочной улицей многих горожан. Сейчас переходим дорогу. Еще 50 лет назад мы бы могли здесь спокойно пойти, не оглядываясь по сторонам, потому что транспорта было немного, а 100 лет назад могли бы с закрытыми глазами стоять посреди дороги и услышать бы звук приближающихся копыт, лошадей и телега, которая бы гремела по дороге. А еще пыль бы нас так ведь немножко придушила. В каком году булыжник? Ну, в 20 году, то есть буквально вот был большой субботник проведен тогда. Кстати, в ходе этого же субботника высадили деревья, огромное количество деревьев. И немножко расскажу о деревьях. Дело в том, что еще до революции, вот здесь, я еще раз напомню, что улица Церковная, а вот она, собственно, здесь и проходила. Это нынешняя улица Вадима Сивкова. Дело в том, что неподалеку, вот там чуть ниже, жил полицмейстер, полицмейстер Ижевского завода, которому жаловались на то, что по улице ходит большое количество скотины. Ну, скотина, это стадо коров ходило здесь. Стадо коров ходило вот прямо здесь, в центре Ижевского завода, еще каких-то 100 лет назад, ходило и поедало просто всю зелень. С коровами пытались бороться разными методами. Самое простое, просто гнали их отсюда. Гнали, но они продолжали съедать всю зелень, все насаждения, немногие, которые были здесь. Ну, вредили деревьям этим. Они вредили, они просто съедали молодые деревца. Это в советское время продолжалась проблема. Но я говорю, что в ходе субботника 2020 года все равно высадили здесь. Засадили. Правда, сейчас деревьев уже тех, пожалуй, что не осталось, но тем не менее есть и реликтовые деревья на этой улице. Можно их найти. Так, давайте чуть ниже посмотрим. Стадо коров, которое ходило здесь больше 100 лет. Обрати внимание, дело в том, что в 1918 году улица Церковная получила название улица Ленина. Она стала называться улица Ленина. И до 70-го года она так и называлась. Пока прилегающую к ней, вот следующую, бывший переулок Бодолевский, не переименовали в улицу Ленина. Точнее, с 18-го года он назывался улица Труда. И сегодня улицу Ленина мы знаем именно вот бывшую улицу Труда. На самом деле улица Ленина изначально была вот эта самая улица, по которой мы сейчас Вадима Сивкова, который... идем. Да, с 70-го года она называется улица Вадима Сивкова в честь нашего выдающегося танкиста,
который жил в Ижевске, учился в школе. Герой Советского Союза Вадим Сивков. Учился в 22-й школе. Вот сейчас мы подходим к зданию, тоже уникальному зданию. Дело в том, что этот дом находится на государственной охране, является памятником архитектуры и истории регионального значения. Обратите внимание, там наверху написаны буквы ГОМХ. Что значит эти буквы? Как, есть какое-то предположение у вас? У меня нет. Дело в том, Гражданское общество, наверное, с чего-то. местного хозяйства. Ну, практически, да, городской отдел местного хозяйства, ГОМХ. И, собственно, так и называется этот дом, дом горместхоза. То есть у него есть имя, это один из немногих домов, который имеет свое имя. Он называется Донат. Почему Донат? Вот если мы подойдем чуть поближе, то мы увидим, что там висит табличка и написано «Дом горместхоза, 1929 год, архитектор Богданова». Дело в том, что она назвала архитектор так дом, проект в честь своего сына, которого звали Донат. Так вот, этот дом принадлежал изначально городскому отделу местного хозяйства, и здесь жили его сотрудники. Но впоследствии, в 30-е годы, квартиры выдавались и чиновникам вышестоящим, министрам. Тогда эта должность называлась народный комиссар у нас в Удмуртии. И, например, здесь жила Нина Растегаева, одна из выдающихся. Она возглавляла отдел народного образования Удмуртской республики. Удмуртская ССР тогда называлась. И причем это была самая молодая женщина-министр в Советском Союзе. Причем удмуртка по национальности, чтобы вообще было редкостью на то время. Это в 1937 году, ну, в 30-е годы. Вот, дом довольно интересный, широкие квартиры здесь. И хотелось бы, на самом деле, немножко обратить внимание, что по тем временам, когда этот дом был возведен, он казался поистине огромным. Но на самом деле он и сейчас не маленький. Здесь высокие потолки, выше 3 метров высотой. А сейчас там на верхних этажах Жилые просто квартиры, да, жилые квартиры, первый этаж занимают офисы. Офисы разных компаний. Давайте пройдем чуть-чуть вокруг дома, затем мы вернемся и расскажем про главное здание, одно из центральных зданий перекрестка Сивкова и Советской. Вот обратите внимание, гончарный кирпич в основе. Собственно, у всех старых зданий до 30-х годов примерно, до 40-х в основе лежит гончарный кирпич. То есть это чистая глина, без добавления химикатов. Довольно крепкие, надежные кирпичи. Специально пытаются сейчас, если сносят где-то. Вот табличка, подойдем просто. Обратите внимание, улица Ленина, 171 написано. Откуда, казалось бы, здесь? Ага, закрашенная. Да, там немного закрасили, но тем не менее мы знаем, что эта улица называлась улица Ленина. Кроме того, раньше при входе писали имена жильцов, домовладельцев, которые жили в подъездах. То есть этот дом считался элитный. Такой. А что это за, получается, вот этот подъезд и Это там... подъезд, с другой стороны подъезд. И Это разные подъезды, это просто вход с разных да, вход с разных сторон. Но здесь довольно узкие лестничные пролеты. Вот один из недостатков этого дома. То есть вот что не очень удобно, в принципе. Но дом действительно просторный, хороший, уютный. Кстати говоря, ванны изначально в этом доме не были предусмотрены. И здесь, кстати, на доме, если внимательно посмотреть, разные надписи есть, можно исторические надписи найти. У нас это граффити наше такое жесткое. Ну, дело в том, Ты что... находил какие-то? Ну, здесь не находил, но на некоторых домах находил. Я просто здесь специально не искал, но кое-что бывает. Встречаются надписи и 80-х, и 70-х, и даже 60-х годов. Теперь это уже история. То есть
для нас, тем более для молодых, это вообще небольшой временной промежуток. То есть наоборот большой. Итак, вот мы подошли к старинному особняку, этому зданию. Нынче исполняется более 200 лет. Этому дому больше 200 лет. Но мы видим с вами двухэтажный дом, а в то время, когда его строили, в 1810 году, это был одноэтажный каменный особняк. Причем один из немногих ижевских каменных домов. Принадлежал он купцу, ярославскому купцу Жерихову. Дело в том, что сам купец практически здесь не жил, и здание довольно быстро перешло заводу, в пользование заводом. Давайте посмотрим с улицы, как же поднялся фундамент. Точнее, не фундамент, а как же поднялась дорога. Посмотрите, вот эта вот канавка, когда мы проходим, некоторые обращают внимание на ограду, которая здесь вокруг дома. И мы посмотрим, что больше метра глубина проседания, или точнее поднятия дороги. То есть со временем в разные времена дорога поднималась. Сначала это была обычная грунтовка, осенью и весной здесь заливала грязью дорогу, и поэтому ее выстилали заводским шлаком или гатью. Гать — это такие ветки. Настилали, затем уже в 20 веке, я говорил, сделали булыжную мостовую. И, кстати, улица Советская — это первая улица, где проложили асфальт в Ижевске. То есть слой асфальта налегал, поэтому здание оказалось чуть ниже уровня земли. Точнее, вот этот вот первый Уровня этаж. асфальта, наверное. Уровня асфальта, да, точнее Дороги. говоря. Действительно. Но мы с вами видим второй этаж здания. Вот он был выстроен уже в 19 веке, деревянный этаж, примерно в 70-е годы. Дело в том, что здание практически весь 19 век принадлежало заводу, еще раз напомню, и это было учебное здание. То есть здесь учились дети. Оно, значит, мастеровые отдавали сюда своих учеников, и находилась так называемая горная школа. То есть здесь обучали ремеслу, работе на заводе. Тем основам, которые пригодились им для службы на ижевских оружейных и сталеделательных заводах. Вот, кстати говоря, здесь даже так и написано на самом здании, висит табличка, что оно является памятником архитектуры истории регионального значения. 1837 год, архитектор Бабушкин. Дело в том, что действительно архитектор Бабушкин внес существенные элементы в это здание. По его проекту был надстроен второй этаж. То есть вот это вот решающее значение сыграло в истории здания. Причем здание, я еще раз напомню, деревянное на втором этаже. Вот, но кажется каменным, да? Но оно штукатурено просто так вот хорошо. Понятно, что там обито утеплителями, вагонкой и прочим, но тем не менее кажется, что каменный. На самом деле деревянный второй этаж. Так, ну что, мы пройдем немножко еще вокруг. Давайте вот с этой стороны, здесь еще одна мемориальная табличка висит. В советское время здание принадлежало городскому отделу образования, точнее областному уже тогда, с 20-го года, областной отдел народного образования. И здесь также продолжала размещаться школа. Причем советская партийная школа, так называемая, была некоторое время, в которой преподавал Кузибай Гер, выдающийся удмуртский просветитель, писатель, общественный деятель и ученый. Он тоже преподавал в совпартшколе некоторое время, с 30 по 32 год. Ну, еще небольшая страничка этого здания связана с тем, что более 10 лет здесь располагалась Ижевская Нагорная волость, волостное правление Ижевской Нагорной части. Вот, то есть это тоже значимое. То есть оно еще и административную функцию некоторое время носило. Ну, немножко зайдем вовнутрь, да? Как нам лучше зайти будет? С первого этажа, наверное. Тут так? все закрыто. Давайте с первого этажа зайдем, то есть сразу же мы так. То есть вот та часть, которую мы вот видим, вот там, где вход сейчас находится справа с фасада здания, это уже пристрой. Там вот видно отличие. А вот эти колонны, например, Колонны они уже тоже позднее, это уже 70-е И годы. крыша тоже все это. Да, это тоже уже.
было позднее То есть надстроено. такой облик он уже получил в 70-е годы. Уже в 20 веке, да. В нашем 20 веке. Мы-то родились в 20 веке. Поэтому я его называю нашим веком. Люди 20 века еще. Вот, ну, кроме того, в советское время здесь непродолжительное время размещалось общежитие работников народного образования. Затем была общеобразовательная школа номер 10. Чтобы зайти в здание, на первый этаж попасть, сейчас нужно попасть вот через эти вот ворота. Ну, здесь находится служебный вход, но можно зайти в кафе, так ведь? Ну, Нет, пойдем нет, через... здесь там через- закрыто. Хорошо, там сейчас Ну вот закрыто. нужно, наверное, отметить, что у нас есть входные группы для людей с ограниченными возможностями здоровья. То есть можно проехать на коляске, можно, вот есть указатели и отметки для слабовидящих. Да, то есть вот так вот предусмотрено. А еще 70 лет назад такого здесь не было. Приглашаем вас внутрь здания. То есть... Здравствуйте. 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 Это Рита Леонидовна, наша самая любимая вахтерша. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Какой вы кабинет? Мы отметим сейчас, что мы находимся в Центре декоративно-прикладного искусства, так ведь, Удмуртской республики, города Ижевска. И заходим сегодня, с 91 года, в этом здании он располагается. А до этого здесь находилось помещение для репетиции ансамблей «Талмас». Некоторое время даже здесь была филармония, Ижевская филармония. А еще до этого здесь Ижевская музыкальная школа была. То есть много учреждений сменило это здание, но основная функция его все равно была образовательная или культурная. Поэтому здание до сих пор носит свою культурную и даже образовательную функцию. Потому что здесь можно получить информацию о мастер-классах, так ведь можно обучиться, да, то есть получить какие-то знания и умения. Ну, давайте пройдем, просто посмотрим, как сейчас выглядит здание. Да, Да, вы сказали, мы просто зашли, там- да, через служебный Просто вход. там еще пока закрыто. Как раз таки по проекту Бабушкина, того самого архитектора, и были сделаны. Что здесь? Здесь остались элементы старой лепнины на потолке, то есть небольшие украшатели. Мы уже мало что увидим, потому что здание перестраивалось неоднократно. Тем не менее, интересно, что дом до сих пор в Ижевске называют дом Жерихова. То есть так же, как у нас здание, казенный дом номер 30, который являлся заводской аптекой долгое время, до сих пор называют дом Летушевича. Этот дом называют до сих пор дом Жерихова. Во многом, конечно, благодаря краеведам нашим. Вот сам район исторически уникальный, где мы прошли, исторически богатый, насыщенный на знаковые объекты, на здания. И здравствуйте. Сегодня мы зашли в старинный особняк города Ижевска. Это один из первых и старейших домов города Ижевска. И, пожалуйста, приходите сюда, насладитесь сегодня. Здесь находится дом ремесел, погрузитесь к истории, прикоснитесь немножко к родному городу. Максим, тут есть какие-то данные, что здесь было? Вот в этом помещениях, помещении. да? Ну, Когда здание построено было? Примерно хотя бы. я думаю, нужно смотреть это по каким-то архивным данным. Да? То есть это вообще первый этаж был. Единственное здание было одноэтажным. То есть, Ну, а можем единственное, предположить, об что этом вот это большое помещение, оно было каким-то там, как помещение чтобы принимать гостей, например, или здесь были какие-то уже большие изменения в этом? Ну, возможно, но вероятнее всего были уже изменения, существенные изменения первого этажа, и вот все внутренние планировки были осуществлены уже в 30-е годы. То есть изначально вполне могло быть и такое, но точно мы об этом сказать не можем, что именно находилось вот в этом крыле. То есть если поднимать, конечно, какие-то планы Дудина самого, может быть, то есть об этом мы можем узнать. Но пока что мы не располагаем такими сведениями.
по поводу внутренней планировки. Вот. Но, тем не менее, как гостиница мы можем представить, да, действительно. В любом купеческом доме была своя гостиница. Здравствуйте. Давай, Тань, может, ты Я продолжишь. Это хотели познакомиться с вами, ты наш директор. Да. Я хотела спросить про содержание сегодня полностью. Про содержание? У нас прямая трансляция идет. А, вас принимает Да. Да, прямая да, трансляция идет. да. Можем тогда представить, наверное, Ну да, Юлия давай, Александровна, Я думаю, директор мы с вами знакомы, конечно. Дом ремесел. Татьяна, наверное, вели, представит. да, знакомство с историческими зданиями, которые находятся поблизости, и непосредственно с нашим зданием. Вот. И так как первый этаж нашего здания является, как мы узнали сейчас, первой постройкой, то есть второй этаж был уже Старейшим зданием Ижевска. да, построен позже. Вот мы хотели рассказать, что здесь вот примерно у нас находится. Хорошо. Здесь это помещение является национальной гостиной. Здесь мы принимаем гостей. Здесь вот там есть дверь и есть